Добрый день, уважаемые жюри и участники 10-й Республиканской научно-практической конференции «Науки юноши питают». Меня зовут Николаев Александр, я ученик 8 класса Магаинской средней образовательной школы имени Степана Ивановича Тимофеева Куступтанова. Представляю вам свою научно-исследовательскую работу «Влияние температурного режима в обжиге глины». Глина – это удивительный природный материал, в работе с которым нет противопоказаний и возрастных ограничений. Глина гибкая и пластичная, становится твердой и прочной после обжига. Актуальность – возрастающий интерес к творческой работе из глины. Цель моей работы – выяснить и сравнить процесс температурного режима в обжиге глиняного изделия. Задачи. Первое. Собрать, изучить материалы из различных источников информации о температурном режиме. Второе. Провести опыты для определения температурного режима. Третье. Сделать выводы. Гипотеза. Если изучить литературу и материалы по технологии обжига глины и температурного режима, то получится сделать своими руками красивое изделие из глины. Методы исследования. Первое. Поисково-исследовательский. Изучение литературы и информации из интернет-источников. YouTube канала. Третье. Практический. Освоение приемов технологии обжига изделий из глины. Провести эксперименты. Четвертое. Творческий. Изготовление кадья из глины. Объект исследования. Изделие из глины. Предмет исследования. Изделия из глины при обжиге в разных температурных режимах. Планирование работы. Изучение литературы, изучение муфельной печи, изучение приемов технологии обжига изделий из глины и температурного режима. Практические опыты с глиной. Творческий проект. Этапы работы изготовления кадья. Анализ выполненной работы. Мы начали заниматься 2 года назад глиной во внеурочной деятельности «Волшебная глина». В нашей работе мы используем местную глину. Осенью 2020 года поехали на экспедицию по извлечению глины из местности Кутет, которая находится в 20 километрах от нашего села. Наши учащиеся изучили биологические и химические свойства местной глины. Участвовали с этими данными на конференциях. В нашей работе мы используем местную глину. Перед лепкой специально подготавливаем глину к работе. Просеиваем, отмучиваем и прочее. Лепить можно различными способами. Раскатыванием, оттягиванием, налепливанием, штамповкой, продавливанием. Работу начинаем с выбора образца для лепки. Определившись с моделью для лепки, берем нужное количество глины и начинаем лепить. В работу используем разные способы лепки: жгут, спираль, шар, пласт и другие. Перед началом процедуры изделие необходимо тщательно высушить. Предварительную сушку проводят без участия нагревательных приборов и без попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Лучший вариант – темное, сухое место, в котором поддерживается средняя комнатная температура. Обжиг может осуществляться разными способами. Ранее обжигали в горнах, вырытых в земле, которые топились дровами. Использовались для обжига и разные виды топлива. Самое распространенное сейчас – электричество и газ. Обжиг требует высоких температур и длительного времени. Температура должна повышаться и понижаться постепенно. В печах встраивается компьютеризированный термоэлектрический пирометр, который осуществляет контроль температурной шкалы или устанавливается ручной терморегулятор. Муфельная печь – нагревательное устройство, предназначенное для нагрева чего-либо заданной высокой температуры. Название произошло от позднего латинского слова муфта – глиняный ящик. Значение муфля – изолировать материал или изделие от контакта с топливом и продуктами его сгорания, в том числе газообразными. Практическая работа номер 1. Создание изделия из глины для разных температурных режимов. Задание. Создать глиняное изделие. Цель задания. Формирование навыков лепки.